Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня, прежде чем перейду к основным темам своего видеообращения, хочу поздравить работников социальной защиты населения Республики Коми, поскольку сегодня у них профессиональный праздник. Уважаемые ветераны и действующие работники социальной защиты населения Республики, поздравляю вас с профессиональным праздником. И, конечно, все пожелания сегодня еще будут вам сказаны, в том числе и я, когда буду вас поздравлять точно на торжественном собрании. Но хочу сказать, что ваша работа это не просто работа, это служение, потому что если люди не имеют горячего, открытого сердца, большой души, то работать, конечно, в социальной защите населения довольно сложно. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд, за вашу миссию. В Республике Коми служба социальной защиты – это 41 государственное учреждение и 11 некоммерческих организаций, которые помогают пожилым людям с инвалидностью, в том числе и на дому. Это около 6 тысяч сотрудников, как государственного, так и негосударственного сектора. Еще раз хочу сказать, что, конечно, ваша работа – это очень важная работа, потому что помогать людям, которые в тяжелой жизненной ситуации, инвалиды, люди, получившие инвалидность после тяжелых заболеваний, люди, которые не могут сами себя обслуживать. Еще раз хочу сказать, что это огромная работа, и это не просто работа, это именно служение. Поэтому спасибо вам большое за эту вашу миссию. И вам, конечно, здоровья, терпения, такой огромной душевной теплоты, потому что все, что вы отдаете своим пациентам, своим подшефным, все это вернется вам сторицей, добром и здоровьем. Хорошая новость. Мы достаточно долго, последний год, занимались сертификацией нашего республиканского стадиона после реконструкции. И это было очень важно, чтобы мы получили сертификат соответствия требованиям стандарта Российского футбольного союза. Почему это важно, буквально чуть ниже объясню. А сейчас расскажу, как же закончилась эта сертификация. Итак, мы вообще рассчитывали, что когда эксперты приедут и нас будут оценивать, то мы рассчитывали, что будет 4-я категория соответствия для футбольных стадионов, но к нашей радости эксперты, специалисты, которые работали и очень детально изучали наш спортивный объект, вынесли заключение о присвоении стадиону более высокой, 3-й категории «Б». А теперь что же дает эта категория? Она дает нам право проводить на стадионе статусные футбольные соревнования всероссийского уровня. Сейчас мы принимаем игры юношеской футбольной лиги Северо-Запада России, но инфраструктура и возможности нашего стадиона позволяют взять и более высокую планку. Это уровень профессионального футбола. Здесь разве что за исключением чемпионата России и турнира команд футбольной национальной лиги первого дивизиона. Требования к проведению таких соревнований стандартам еще более высокие. Но, тем не менее, мы все-таки получили очень высокую оценку, и этому очень рады. И я хочу сказать, что проверяется, когда эксперты оценивают на категорию стадион, то это комплексная оценка, это и безопасность зрителей, это и возможность проведения такого статусных матчей и соревнований для официальных лиц, это и возможность работы СМИ, это и подъездные пути, звуковое освещение, оповещение, табло. То есть все это берется во внимание, все это оценивается экспертами. Как уже окончание, это газон. Газон занимает, наверное, в этой оценке половину всех баллов. Поэтому очень хорошо, что мы и по газону мы прошли на более высокую категорию, о которой думали.
Еще одна очень хорошая новость, я считаю, потому что мы приступили уже так системно к модернизации зданий, которые отвечают или которые работают в сфере пожарной охраны в Республике Коми. В поселке Каджиром Печорского района началось строительство нового здания пожарного депо. Повторяю, это очень важно, потому что вот во время поездок очень часто говорится о том, что сегодня это приспособленное здание, ну, впрочем, как и в Каджироме, то здесь тоже депо размещается именно в приспособленном здании. И на самом деле такая стройка – это не дешевое удовольствие. Вот на это депо мы затратим 99,5 миллиона рублей, но да, это деньги республиканского бюджета, но мы получим современное здание, и здесь не только будет место для отдыха пожарных или для правильного хранения техники, это и ремонтные боксы дополнительно, это и служебное помещение для дежурной службы, это и помещение, безусловно, для занятий. Рядом вот с депо в одной сегодня стройке или в одном проекте учебно-тренировочная башня, огневая полоса психологической подготовки пожарных, теплодымокамера, что очень важно как раз вот для подготовки пожарных именно с точки зрения психологической подготовки, спортивная площадка. Ну и в зоне ответственности данного депо находится 6 поселков и более 1500 человек жителей. При необходимости пожарные выезжают на участки Малая Пера Ираэль-Каджиром, ну, которые находятся на автодороге Сыктывкар-Нарьян-Мар. Я хочу еще раз сказать о том, что мы действительно начали эту работу, поскольку пожарные должны работать в достойных условиях, иметь возможность как для поддержки физической формы, для подготовки, для самоподготовки, но и также иметь возможность отдыха между вызовами. В этом новом здании эти все условия будут соблюдены, ну и по контракту мы должны получить это новое здание в следующем году, в 2023 году. По эпидобстановке мы практически остались на вчерашнем уровне, 26 случаев вчера заболевания ковидом, 25 сегодня. Все равно это хорошо, что все-таки понижение -1. Хочу сказать, что все у нас в этом смысле в порядке. Мы имеем достаточный коечный фонд, все медикаменты для лечения. Но снова говорю о том, что, к сожалению, у нас сегодня опять один погибший, умерший от ковида. И снова констатирую, что человек был непривитой. Ну вот я каждый раз говорю о том и комментирую это, и снова буду повторять, что нужно все-таки для себя сделать вывод и, конечно, принять решение на вакцинацию, потому что статистика умерших за последние уже несколько месяцев, я привожу эту статистику, к сожалению, умирают у нас непривитые. На этом у меня вся информация, уважаемые жители республики. Берегите друг друга. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.